Всегда в истории у нас так и было. Просто определяли, узнать, какие люди живут в данной местности. Шли просто в храм и смотрели красоту и убранство храма. И по красоте и убранству судили о том, какие здесь живут люди. Или они добрые и отзывчивые, и стараются содержать в красоте Божий храм, или наоборот. Как оказалось на деле, среди сибайцев есть люди, которые не остаются безразличны к просьбам и сложным ситуациям. Вопрос замены напольного покрытия цокольного этажа храма назрел уже давно. За без малого четверть века доски порядком износились и из-за повышенной влажности начали гнить. Сумма для проведения капитального ремонта пола оказалась довольно внушительной – порядка 400 тысяч рублей. Запланированные работы все же удалось провести благодаря своевременной помощи сибайцев. Я хочу поблагодарить тех людей, которые приняли активную участие и помогли в этом, потому что мы сами, наверное, не освоили такую большую работу, а благодаря помощи директора сибайского филиала Учелинского ГОКа, это Бекинов Юдат Усманович, и индивидуальный предприниматель у нас Филатов Владимир Леонтьевич. Они помогли материально, обеспечили эту работу, и мы в короткие сроки поменяли полы. В храме полы заменены на керамическую плитку, проведен косметический ремонт стен и потолка, часть деревянных окон сменили на пластиковые. Несмотря на проведение столь масштабных работ, в церкви еще остаются проблемные места. Это оставшаяся часть окон, двери, а также асфальтное покрытие вокруг храма, из-за износа которого талые дождевые воды попадают в подвал. А еще настоятель храма отец Владимир признался, что мечтает заштукатурить снаружи здание церкви. Кто знает, может быть, и в этом деле помогут неравнодушные сибайцы. Елена Афанасьева, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.